Сегодня 17 ноября 2020 года мы снова перед зданием суда, федерального суда города Берлина, где проходит суд над убийцей чеченского патриота, чеченского и грузинского патриота Зелимхана Хангашвили, Вадима Красикова, агента российских спецслужб, который совершил 23 августа 2019 года недалеко от этого самого суда совершил убийство чеченского и грузинского патриота. Сегодня мы услышали свидетельские показания двух полицейских и одной девушки-свидетеля. В прошлый раз, чтобы это тоже было сохранено, в прошлый вторник и среду тоже были допросы, тоже были свидетели на месте убийства Зелимхана Хангашвили. И была допрошена женщина. Это я сейчас рассказываю не сегодняшний, а прошлый, где прошлое судебное заседание, на которых я не присутствовал. Была женщина, которая рассказывала, что видела вот этого Вадима Красикова, подозреваемого, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангашвили, что вот он сидел и пристально наблюдал, кого-то выжидал. Сегодня мы услышали свидетельские показания двух полицейских, которые задерживали непосредственно Красикова, так называемого Красикова, так как у этого лица был другой паспорт и, возможно, есть настоящее имя еще какое-нибудь другое. Они проследили за ним, очень сильно помогли люди, которые стали случайными свидетелями этого преступления. Вадим Красиков, подозреваемый, точнее, будет сказать, проехал на велосипеде до моста, до речки, скинул с себя парик, все вещи, которые в нем с ним были, снял грим с себя, лицо было замазано гримом, чтобы цвет кожи нельзя было определить. Переоделся, остался в одной майке, в розовой майке с белой, с красной, с какой-то полоской. Грубо говоря, переоделся полностью, переоблачился полностью и проходил к кустам, где его поджидал электрический скутер. Электрические, здесь на прокат задают такие электрические скутеры. Полицейские, 6 полицейских, сперва трое, потом еще трое быстро подоспели. Неожиданно его окружили. Это стало для него полной неожиданностью. Полицейские говорят, что вот в таких случаях, когда они предъявляют оружие, наставляют на кого-либо оружие, человек обычно волнуется, начинает нервничать. Вадим Красиков вел себя не так, как обычные люди. Реакция его была заторможена, было видно, что у человека произошел ужас, оцепенение, что он попался. И, может быть, еще сказывалась его заторможенность в том, что он не до конца понимал, что происходит, и не владеет языком. Он медленно лег, никто к нему не применял силу. Один выстрел был произведен полицейскими в воздух. Красиков лег, ему надели наручники. Один из полицейских спустился в воду, так как по описанию было объяснено, что человек сбросил велосипед, на котором он доехал до этого моста, то есть обвиняемый, и сумки, пакеты сбросил в воду. Пакеты, целлофановые пакеты, как мешки для вещей, не были полностью погружены в воду, находились над водой. Течение в этой реке очень слабое, или практически оно отсутствовало, и медленно вещи, пакет двигался или стоял даже на одном месте, говорит полицейский. Полицейский снял с себя бронежилет, положил оружие, спустился в воду, достал пакет. В пакете обнаружен пистолет, ну и другие вещи. Это уже другой полицейский рассказывает. Этот полицейский достал этот пакет, второй раз зашел опять в воду, достал велосипед оттуда. И, в принципе,
показания на этого полицейского свидетеля заканчиваются. Они его доставили в полицейский участок, туда же сразу же приехали водолазы, речная полиция туда приехала. Второй полицейский то же самое подтверждает эти же показания, рассказывает, как он зачищал, досматривал, да, окрестность поблизости, есть ли сообщники. Вообще это место, где было совершено преступление, и в радиусе задержания этого киллера все было оцеплено, большое скопление полиции, работа полицейскими Берлина проведена блестяще. Люди, случайные свидетели, оказавшиеся рядом, оказали очень большую помощь. Как единый организм действовали все, в принципе, да, и полицейские, и свидетели, прохожие, бдительные граждане. И благодаря этому, несмотря на все меры, которые предприняли вот этот убийца и его пособники, а пособники были без сомнения у этого человека, так как за день до того, как было совершено убийство Зелимхана Хангашвили, на скутере, вот на этом электрическом скутере, такой самокат, да, электрический самокат, на нем человек, по всей вероятности, пособник, соучастник подготовки этого преступления, этого Вадима Красикова, проехал по всему маршруту, по которому потом на следующий день проедет Вадим Красиков. Даже у Вадима Красикова с собой в сумке были камни. Когда он скидывал вещи, вероятно, были камни, потому что здесь вот так найти камни не так-то легко, да, особенно где-нибудь на улице, где везде асфальт, или в парке, где как таковых камней не найти. Так вот, у Вадима Красикова в этих пакетах, которых он уже туда сбросил, были уже камни, для того, чтобы как можно быстрее погрузилось содержимое на дно речки. В принципе, все. Завтра будет допрос еще 2 свидетелей, 2 полицейских. Процесс очень интересный, очень важный, без преувеличения. Для нас, для чеченцев, это исторический процесс, так как это единственный, можно сказать, непосредственный убийца чеченцев, чеченского народа, который судится справедливым, объективным, независимым судом здесь, в Европе. Мы знаем, что убийца Зелимхана Яндарбиева были задержаны, также их осудили, но в Катаре они были отпущены. Мы знаем, что убийца Умара Исраилова в Вене, пособники были задержаны, убийца скрылся. А вот здесь непосредственно в Европейском суде судят убийцу нашего грузинского и чеченского патриота, защитника нашей страны, подло, вероломно, как и полагается террористам, со спины, выстрелив в спину, был убит Зелимхан Хангашвили, отец, брат, заботливый сын, человек, который абсолютно не представлял никакой угрозы для Путина и его власти. В принципе, на этом все. Дальше будем по мере нашей возможности держать вас в курсе всех событий. И всего хорошего. Да, я написал.